первое заседание Казанской городской думы 4-го созыва объявляется открытым. 48 депутатов, 20 вопросов. После сентябрьских выборов в Казгордуме предстояло определить не только новый состав комиссий, но и избрать мэра Казани на тайном голосовании. Единственная кандидатура – Ильсур Медшин. Его выдвинула партия «Единая Россия». Остальные политические силы кандидатов не выдвинули. Большинством голосов главой муниципального образования города Казани, мэром города Казани избран Медшин Ильсур Раисович. После вновь избранный мэр Казани принял присягу, и ему вручили должностной знак главы столицы Татарстана. Депутатам 4-го созыва глава города представил новую программу развития столицы. Она состоит из 4 блоков, в основе которых забота о людях. Здесь и строительство новых больниц, поликлиник, детских садов, школ, и рост продолжительности жизни, и создание комфортной городской среды, и повышение доходов жителей. Так, согласно планам, к 2025 году средняя зарплата казанцев должна быть не меньше 55 тысяч рублей. Чем выше планка наших преобразований, тем выше ожидания. Казанцы привыкли к тому, что город меняется. К сожалению, пандемия, как и во всем мире, скорректировала наши планы. И самые главные наши вызовы – это на сегодняшний день не уронить качество жизни. Одно из самых масштабных преобразований, которое ждет Казань в ближайшие 5 лет, это создание первого в России национального парка. Он объединит 12 территорий по обеим берегам Казанки. Первые 6 планируют построить и открыть уже в эту пятилетку. Новую программу одобрил Рустам Минниханов. Обращаясь к депутатам, президент отметил, важно соблюсти интересы избирателей и сделать жизнь казанцев более комфортной. Все, что сделано в городе, 15 лет, Ильсур Раисович возглавляет нашу столицу. Мы видим, какие изменения, какая динамика. Вы избраны жителями нашей столицы. Те обещания или то, что вы слышали в рамках вашей предвыборной работы, они должны быть реализованы. Это очень важно. Преобразования, которые произошли с Казанью за последние 15 лет, отмечают и жители столицы. Капитальный ремонт домов, объектов здравоохранения и образования, реновация парков и скверов, создание масштабной спортивной инфраструктуры, проведение универсиады, чемпионата мира по футболу, WorldSkills, восстановление исторических объектов. Для меня было важно, он недавно приходил на Новаторов, где я живу, собственно, и пообещал нам огромный парк по типу, как в Нью-Йорке. И вот, наверное, этого мы больше всего от него ждем. С детьми гулять одно удовольствие было. Огромное удовольствие. Не запомнится. Чемпионат мира по футболу. Город хорошеет. На сессии Казгордумы сформировали новые составы комитетов. Появились новые лица. В первую очередь, так как я из сферы образования, то я надеюсь сделать полезное именно в этой сфере. Мы надеемся, что те планы наши о строительстве второй детской больницы в городе Казани будет реализовано. Пост главы исполкома Казани покинул Денис Калинкин. Теперь он назначен первым вице-мэром Казани. Новые руководители исполкома выберут по конкурсу в ближайшее время. Зарина Ахметова, Рамзиль Гаипов, ТНВ, Казань. Наша рука помощи вашему бизнесу. Антикризисные предложения. Телефон 843 5 705 100. Көтелмәгән кунак көттөреп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.